Сейчас я расскажу вам о самом крутом здании в городе Якутске. Так называемая шахта Шергина. В общем, жил-был такой купец Шергин в 1827 году. Он решил выкопать себе колодец в городе Якутске. Начал копать колодец, копал, а там лед. Копал, а там все равно лед. И он копал. В общем, и так и не смог докопать. И в это время в Якутске был ученый Врангель. Ну, тогда у русских были такие фамилии. Врангель, потом приехал ученый Мильдендорф, два русских ученых. И они сказали ему, Шергину, продолжать это исследование, копать дальше. И вот он 10 лет копал эту шахту, и все равно не смог дойти до конца вечной мерзлоты. И они начали измерять температуру Земли, и оказалось, что чем глубже он копает, тем выше там температура Земли. И, короче говоря, так человечество узнало о существовании вечной мерзлоты. Вот благодаря якутскому купцу Шергину и вот этой шахте. Ну, это здание подновили, конечно. Это просто амбар, внутри которого очень глубокая шахта. И вот благодаря этому открытию в Якутске был создан институт мерзлотоведения. Самый главный в мире институт по изучению вечной мерзлоты. Для того, чтобы, когда ты здания строишь, чтобы они не разваливались. Их строят на таких специальных сваях, очень длинных. Мосты, дороги, здания, все оно построено с учетом вечной мерзлоты и благодаря вот этому научному открытию. Ну вот примерно вот таким был город Якутск в 19 веке во времена купца Шергина. Вот так же лаяли собаки. И вот здесь очень хорошо видно, в чем проблема вечной мерзлоты. В том, что почва под зданиями протаивает и дома вот проваливаются. Вот эти здания, они здесь стоят с 19 века, и их осталось очень немного. Именно по этой причине. Ну, конечно, если бы за ними фундамент им постоянно меняли, они бы, может, и сохранились бы, но в Якутске вот таких зданий осталось всего несколько штук, потому что вечная мерзлота их разрушила. И вот тот самый Врангель, который помогал Шергину, он тоже писал о том, что здания в Якутске проваливаются под землю. То есть это проблема всего Якутска. И вот когда изобрели строительство на сваях, вот только тогда здания в Якутске стали долго стоять и не проваливаться под землю.